Салам алейкум, добрый день, дорогие друзья. Сегодня у нас с вами радостный, очень торжественный, я считаю, выпуск, который посвящен Дню Великой Победы нашего прекрасного народа, многонационального народа над фашистской заразой, над коричневой чумой, над бедствием 20-го, может быть, даже где-то и 21 века, потому что мы с вами наследники этой страшной трагедии. Чеченцев, которых не было миллиона, так вот, из этого количества отправилось добровольцами в 1941-1942 годах 40 тысяч мужчин, которые сами находили себе оружие в основном, да, которые сами находили себе коней, в основном это были кавалеристы, это было несколько кавалерийских полков, которые вливались потом в дивизии, это были пулеметчики, это были снайперы, это были разведчики. Уже сразу в 1942-м, в 1943 годах эти добровольцы себя проявили. Первым из них был человек, который лежит сегодня на Мамаевском кургане. Это Хампаша Нуродилов, герой Советского Союза, о котором распространялись листовки. Смотрите, берите пример, вот он, рыцарь Кавказа, истинный чеченец и горец Хампаша Нуродилов, почти цитирую дословно, который убил более 1000, а если точно, то 1022 фашиста, который взял 12 фашистов в плен, один горец взял 12 фашистов в плен и привел их в штаб командования. Я обязательно хочу сказать о Хансалте Дачиеве, который, будучи тяжело раненым с горсткой солдат своего отделения, переплыл через Днепр и захватил высоту, которую человек не мог захватить тогда. Высоту, которая была испещрена дотами и дзотами, фашистскими пулеметами, которая просматривалась фашистской авиацией. Он ее захватил, и он стал тоже героем Советского Союза. Я хочу также отметить Абухаджи Идрисова, который четко попадал в глаз любому фашисту и уложил их в несколько сотен, и тоже стал героем Советского Союза. И я хочу вам сегодня напомнить о Мавладе Висаитове, об этом прекрасном кавалеристе, который на своем лихом гнедом скакуне, в этой своей папахе, в этой своей бурке с саблей наперевес добрался до Эльбы и встретился там с союзниками. Буквально в 2 символичных эпизодах я хочу вам сказать о том, что все-таки правда приходит. В том числе приходит историческая правда. Во-первых, человек, которому было отказано в присвоении звания Героя Советского Союза тогда, после легендарного похода на Эльбу, Мавлади Висаитов получил звание Героя Советского Союза только в 1991 году. И второй знаковый эпизод произошел в 2015 году, в мае месяце, благодаря политической воле нашего с вами национального лидера, президента страны Владимира Владимировича Путина. И, как говорил Ахмад Хаджи Кадыров, Далгазват Обалдольцун, правда восторжествовала. Город Грозный был признан городом воинской славы. Поэтому мы 9 мая обязательно выйдем на проспект Ахмад Хаджи Кадырова, напротив нашей громадной, грандиозной, я бы сказал, одной из самых больших мечетей в Европе, сердце Чечни, встанем и будем отдавать честь нашим воинам. День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты обгорелые в пыли. Чеченцы, ингуши, осетины, народы Дагестана, карачаевцы, балкарцы, все представители кавказских национальностей и тех, которые остались сегодня в России, и тех, которые после того, как пал Советский Союз, остались за пределами нашего государства, всем им, всем этим героям вечная память. Мы никогда не забудем их великий подвиг.